Ассаляму алейкум. Каждый раз, когда я пишу «иншааллах» на русском, люди в комментариях пишут «ты должен разделять эти три слова «ин», «ша'a», «аллах». И тебе нельзя писать это слитно, потому что получается плохое значение «сотворить Аллаха». И кто-то сказал это, кто-то сказал то, это ошибка, так нельзя. Хорошо, я объясню. Дело не в том, что мы не знаем, как это пишется. Если ты пишешь «иншааллах», что означает «если Аллах пожелает». Хорошо? На арабском языке. Если вы пишете это на арабском языке, то правильно будет написать это тремя отдельными словами. «Ин ша'a Аллах». Итак, «ин ша'a Аллах». А произнося это, вы говорите «иншааллах». Хорошо? Итак, когда я пишу это на арабском языке, то правильный способ написания – это три раздельных слова. «Инша'Аллах» на арабском языке. На любом другом языке, когда я говорю «если Аллах пожелает», на русском я пишу «если», пробел, «аллах», пробел, «пожелает», «если Аллах пожелает». Три отдельных слова, но если же я делаю то, что называется транслитерация, то есть это арабский, но я пишу это на другом языке, чтобы все люди могли прочитать. Я могу написать это любым способом, любым образом, полностью, до тех пор, пока это смогут прочитать люди. Разборчиво они могут увидеть это, прочитать. Если посмотрите на язык малей, они пишут «ин», «сия Аллах», «с» и «а». Они произносят это, произносят «с» и, как мы произносим букву «ша». Итак, они могут писать как хотят до тех пор, пока читающие люди могут прочитать «иншааллах». Потому что транслитерация ничего не значит, она дает понять, как прочитать что-то. Например, скажем, я напишу «Бисмилляхир рахманир рахим». Как это написать? Хватит уже. Не ввязывайтесь в такие глупые разногласия. Можете написать «б» и «с», «м». Не обязательно «би», пробел, «и», «с», «м», пробел, «а», «л», «л», «а», «х», пробел. Просто пишите «б», «и», «с», «м», «и», «л», «л», «я», «х», «бисмилля». Это нормально. Вам не обязательно писать это раздельно, потому что это просто транслит. Извините, транслитерация. Но если вы пишете это на арабском языке, то вам нужно написать «ба», «син», «мим», пробел, «Аллах», пробел, «ар-рахман», пробел, «ар-рахим», потому что это арабский. Так это должно писаться, хорошо? Итак, надеюсь, мы не будем спорить по этому поводу. Хотите написать это русскими буквами? Пожалуйста, пишите как хотите. До тех пор, пока это ближе всего к тому, что можно прочитать. До тех пор, пока это ближе к тому, что вы на самом деле можете произнести это правильно. Некоторые пишут «и», «н», «ш», «а», «а», «л», «л», «о», «х», потому что у них свой язык. Это нормально. Знаете, некоторые спросят, почему букву «о», потому что они так произносят. Недавно я столкнулся с именем Хадиджа. На турецком некоторые пишут «H-A-T-I-C-E». Я бы сказал «Хатис», произнося это. Нет, на самом деле Хадиджа. На турецком они пишут это имя так. Ну и что? Субханаллах, пусть пишут как хотят. Нет одного правильного написания. Когда люди спрашивают меня, какой лучший способ написать это имя, я хочу дать имя ребенку. И я говорю им свое мнение, то, как я думаю. Но не во всем мире пишут именно так. Но на арабском языке есть только один способ, потому что это арабское имя, арабское слово или арабское предложение. Итак, теперь люди говорят, если написать это все слитно, то это будет значить «сотвори Аллаха». Знаете, это неправильно. Это не значит «сотвори Аллаха». Это не так. Потому что «иншааллах» значит «если Аллах пожелает». «Иншааллах». Мы все говорим слитно «иншааллах», «иншааллах», но мы знаем, что в арабском это три отдельных слова «если Аллах пожелает». Как же сказать «сотвори Аллаха», астагфируллах, говорится «инши», «инща». «Инща» – это амр, это приказ, это распоряжение. «Инщи» значит «сотворять». Никто не говорит «инши Аллах», все говорят «иншааллах». Вот так. Итак, думаю, надо было это исправить, но если вы не согласны, нет проблем. Это то, что я знаю, и я буду придерживаться этого, если не докажете обратное, субханаллах. Насколько мне известно, когда дело доходит до сарфа на арабском языке, если вы знаете арабский, оно приходит от анша'a юнши'у, а амр – это инши, благодарю вас, но не инша. Хорошо? Итак, пусть Аллах облегчит для всех нас. Думаю, стоит прекратить все эти споры. Пожалуйста, пишите на арабском, постарайтесь написать
3 отдельных слова. А если вы написали иншаа одним словом, а Аллах отдельно, хотя это и ошибка, но все знают, что это значит. В языковом плане это может и ошибка, но это не куфр и так далее. Так? Ученые говорили об этом, обсуждали, если кто-то так напишет. Знаете, это не является куфром и так далее, не является серьезной ошибкой, большим грехом, это даже не малый грех. Это просто не лучший способ, не самый правильный способ написания по правилам арабского языка. Но если вы пишете это на другом языке, и это транслитерация с арабского, пожалуйста, пишите так, как вы сами думаете, что это будет читаемо, более правильно. Пусть Аллах облегчит. Я пишу одним словом И-Н, Ш-А. Потом заглавное А, Л-Л, А-Х, все слитно. Итак, инша Аллах. Я пишу так, и я знаю, это значит, если Аллах пожелает. Пусть Аллах благословит всех вас, и я надеюсь, что мы забили маленький гвоздь в крышку этого гроба. Пусть Аллах, субханаху ва тааля, дарует нам облегчение. Вчера я помню говорил, что у нас нет гробов, у нас саван. Итак, я надеюсь, что мы закутали этот вопрос в саван прекрасным образом. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.